Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Гути24. С вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King. Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий, со мной. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришла владелица и генеральный директор компании «Город цветов» Елена Владиславовна Нагнездина. Елена Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы утром снимаем, но передача будет выходить вечером, и поэтому мы говорим здравствуйте. Но утро – это не время суток, это состояние души. Состояние души. Прекрасное определение. Да, всегда забываю это сказать, поэтому сразу скажу спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. Я смотрю, вы что-то принесли, учитывая наш кулинарный концепт, что будете сегодня готовить. Я буду готовить салат «Мужской вкус». Так, почему выбор пал именно на это блюдо и название какое-то такое оригинальное? То есть я, по крайней мере, не встречал такого названия. Ну, это, так сказать, придуманное название. Да, вот я имею в виду, да. Авторский рецепт, получается. Авторский рецепт, да. Семейная, наверное, придумка даже, правильно? И почему салат? Потому что хотелось что-то такое приготовить, чтобы люди потом могли повторить, простое, вкусное и сытное. Потому что, почему он называется мужским? Потому что это один из салатов, которые едят мужчины в моей семье. Потому что они не любители салатов, они любят кусок мяса, да, там, картошку, а вот именно этот салат зашел. То есть вы зашли как-то хитро, чтобы салаты тоже очень важная часть, составляющая стола вообще, и решили, такой рецепт придумали, чтобы мужчины тоже кушали это. Стало быть так. Да, но этот рецепт был придуман, я не знаю, там в 90-е или в начале 2000-х, когда еще, так скажем, все нужно было доставать. Но такие тяжелые времена были. Тяжелые, да, тяжелые. И мы делали из того, что было. Из того, что есть, да. Из того, что можно было достать. Да, и половина салатов, которые сейчас наши любимые, они и были тогда придуманы. Кроме оливье, да, знаменитого. И крабовый мы придумали из того, что было там. И мимозу, еще много. Этот салат тоже был тогда придуман. И как-то он зашел, потому что экспериментировали по-разному. Вот без соленых огурцов он не заходил. Со солеными огурцами он прям, муж его оценил, и на каждый праздник, или, скажем, на Новый год, это один из его любимых салатов. Я думаю, что это очень довольно скоро делается, быстро достаточно делается, поэтому, может быть, имеет смысл в самом начале поговорить. Елена Владиславовна, я знаю, что у вас огромный предпринимательский опыт, вы были предпринимателем, когда я еще под стол пешком ходил. Вот. А как вообще ваша деятельность начиналась? Ой, все говорит. Как вы пришли к этому, скажем так, да? Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Так. Это когда еще в 90-е годы, когда... Которые мы называем лихие, когда было непонятно, что с страной, все меняется. Мы, получается, Страна встает на другие рельсы. Да, потому что мы как раз учились совершенно другому, там, слава КПСС, и мы точно знали, где будем работать, мы точно знали... Да, у нас все было прописано, а тут раз... Школа, производства, вуз. Да. А тут раз, и... Оказалось, все, чему мы учили, половина не нужно. И плюс еще самое сложное, что невозможно было никуда устроиться на работу. Как бы сейчас это ни звучало, да, что... Тяжело, да. Вообще работы не было, это было... Либо была работа, но зарплаты не было. Либо была были работа, талоны, очереди бесконечные, дефицит и все прочее. Платили задержкой на полгода и на год. Я до сих пор не могу понять, как вообще люди выживали. Как мы выживали. Как-то выживали, да? И в какой-то момент мне предложили прийти на крытый рынок, поторговать цветами. И то туда вроде как просто было попасть, это было там вообще только на выходные. Кто-то там, основной тогда флорист слова не было, были продавцы цветов. Как бы по большому блату. Можно и так сказать, да. По большому, туда можно было попасть по большому блату. Давайте назвать своими именами. Да, потому что мы зарабатывали наличку. Я как бы вообще, как у нас в Якутске, с цветами сильно не было. Хотя я обожала цветы уже тогда, потому что я помню, у нас первый цветочный магазин, который находился на проспекте ближе к площади Орджоникидзе, да, я все время ходила и хотела увидеть розы. И там были только гвоздики и калы. Из моей детской памяти почему-то это осталось. Это так, отступление, да? Так. И, как я оказалась, пришла на рынок на выходные и
Поторговали. попала. Да. Ага. Ну, как бы само вот это вот место торговля, да, рынок, то, что там вот это вот... Какая-то как это новая щас движуха. Как там нас только не называли, и цыганский табор, и что там. Ага, ага. Вот. Но то место, которое, скажем так, мужчина заходит, все начинают на него Да, нападать. но тут-то тоже вот Да. получается, это ж не потому, что мы такие ненормальные, а потому что у нас место 90 сантиметров, Да. и представляете, каждый должен сказать свое слово, каждый должен привлечь... Показать свои конкурентные преимущества, Да, как мы сейчас в внимание, бизнесе буфеты, правильно они говорим. Да, да, Да. И Умение преподнести правильно товар. уметь хоть что-то успеть сказать, чтобы, Да, чтобы на да. тебя да, правильно обратили внимание. Да. Внимание. Вот, и ну, там, конечно, это не за один день случилось. На протяжении вот всей моей жизни, последующей, да, я приходила, уходила с рынка, но цветы все равно победили. Мгм. То есть, получается, вы другими видами деятельности тоже занимались? Занималась, да. Ага. И цветы победили? Цветы победили, да. Продуктовый магазин, кафе, ну, кафе, там, как сказать, кафе-бар даже больше, да, тоже из убыточного, ну, я его сделала прибыльный. Но я хочу сказать, что бизнесом можно заниматься в любом месте, любым делом. Любым видом, да. Любым видом, Да. но все-таки хочется заниматься то, что приносит тебе радость. Душа лежит. Душа лежит, Да, да. и правильно тут как упомянуть фразу «найдите себе занятие по душе, и вам не придется работать ни Работать. одного Да, дня». да. Да. Наверное, да. это, наверное, до сегодняшний день про меня точно. Хотя, ну, очень много было моментов выгорания, очень много было, когда я хотела бросить. Мгм. Когда И пошло вот- к черту. Да, ну, сам мне? рынок, когда бы я свой магазин открывала. Ну, много-много сложностей у предпринимателя, очень много. Хотя, вот вопрос, если бы вы мне задали вопрос, боитесь ли вы конкуренции, то я бы сказала, я не боюсь конкуренции. Так. Потому что проработав на крытом рынке, Вы уже Такой тогда уже конкуренции. жесткую школу прошли. да, в такой конкуренции я не боюсь конкуренции, потому что я по-честному, я люблю, и я даю хороший продукт. И обучаю своих флористов этому. Мгм. И на этой оптимистичной ноте давайте приступим Давайте к уже нашему потихоньку блюду. И Семен, если что, может вам помогать. Как вообще все делается? Давайте вкратце Всё, объясните рецепт, понимаю, всё. технологию. Несколько соломочек у нас, Точно. да? Да? Ладно, всё. Давайте я пока займусь перцем. Вы можете, в принципе, заняться то ли морковкой или же мясом. Мясо, морковкой. Дайте Морковку мясо вы- последнее. Морковку можно... Нет, красивее будет соломочкой. Ну, Ну, давайте вы пом- попробуйте, а я посмотрю, какая там Давайте. эта соломка. Давайте. Я теркой нет. Да. У меня мужчина может, так теркой будет легче. дома. Слушайте, может быть и так. Она помягче будет тогда. Да. Давайте я тогда перцем. Нет, давайте вы аккуратненько так можете. Заодно. Я не знаю. Вы меня ставите в такое положение, да, что я тут даже теркой не умею, да, пользоваться. Почему нет? Нет, я умею, но хотя вот эта терка. Но у меня мужчины мне всегда помогают. Сын и иногда муж. Иногда. Помогает. Ну да, вот когда мы что-то готовим, стараемся. Видите, тут я вот этого боюсь. Я так понял, вы из вашего рассказа вы сказали, цветы победили. Начинали вы с рынка, да? Да. Когда вы открыли свой салон и когда пришли к мнению, что уже вот пора. Помните вообще все, как это было? Ну, вообще, в какой-то момент меня уже достал рынок, честно сказать. Ну да. Ну, будем говорить, называть вещи своими именами, да. Ну, там атмосфера, что-то. Хотелось, чтобы, ну, какой-то красоты, эстетики, чтобы люди приходили, да, ты могла им предложить. Не вот это, чтобы скорее он Да тебе вообще бы, вот так, да. Там реально вот заходишь, да, вот да. И что-то ты вот еще такое. мало того, что тебе уже этот букет купили, да, кто-то там еще маячит, может быть, твоего покупателя. Ну, короче, вот в этой атмосфере я просто устала. И я сказала мужу своему, слушай, ну давай, ну, хоть какой мне там вот такой вот магазинчик, пускай это будет там домик Чиполлино, но чтобы это Своё, отдельное, мое, своё. свое, да. Ага. Вот, и ну, мы его мечту променяли на мою мечту. Это у нас был катер на воздушной подушке. Так, Значит, мы продали катер, ага. И купили магазин. Заложили, получается? Да. мы продали. Продали, ну да, мы ну, то там- есть вы поменялись, как бы, да, ну, скажем Да. так, уже Да. вложили в бизнес. Да, и купили.
И купили магазин. И все. Вообще, честно сказать, я мечтала, что я буду работать сама. Буду общаться с клиентами, там, создавать букеты, там, что-то. Но получилось, в общем, я практически ни одного дня сама не работала. Потому что мне просто было физически некогда, потому что ты, когда предприниматель, тебе же нужно организовывать. Ну да. Потому что у меня на тот момент, вот, ну, как бы работая на рынке и в огромной конкуренции, все равно у меня получилось практически половина министерств брали у меня. Наградной отдел правительства брали у меня. В ЗАГСе у меня была точка. То есть вы уже, получается, сами того не подозревая, как сейчас это делается, маркетинговое исследование. Да, когда Да, начали вы уже очень- поняли, что... Да, я просто приходила и разговаривала. Я вот с ЗАГСом приехала, с ними поговорила. Давайте я у вас тут поставлю точку. Мне нужно было их убеждать, они не хотели. Я убедила. В театр точно так же я пришла. Давайте я у вас цветы буду стоять, продавать, да? Ну, как бы вот такие вот все моменты. Если говорить, что почему покупатели... Клиентов много, да, и клиенты остаются, потому что я никогда стараюсь всегда качество, и даже это если в ущерб себе, это будет лучше в ущерб себе. Я работаю на долгую, не на На сегодняшний имя. день. В первую очередь на имя, на Ну, репутацию. я тогда не думала на имя, честно Не, говоря, ну, даже... получается, что вы сами того не зная, опять же, получается, делали себе репутацию, потому что всегда же говорят, в бизнесе самое главное – бренд, имя, чтобы с этим брендом и с вашим именем ассоциировался только качественный товар. Ну, то есть гарантия того, что Проверь. город цветов Ничего, нормально. – это всегда… Нормально или больше надо? Давайте еще одну, Давайте. давайте. Ага. Давайте всегда говорю, что это всегда красивый букет. Да, но я тут, можно немножко дополню. Давайте. На имя, ну, имя города цветов, но не мое имя, потому что, ну, как бы я не какая-то там Ну, известная... имя да. компании, да, бренд, Да, я да, имею в да. виду, да. Да. Ну и то тогда тоже ты не думала имя компании. Вот тогда, конечно, ну ты понимала, что ты хочешь сделать красиво, ты хочешь одновременно воплощать свои мечты и приносить людям радость. Вот даже были такие моменты. И вот это уже получился некий слоган компании. Ну, наверное, да. Даже был такой момент, когда вот с Министерством образования, да, раньше было все по регламенту. Ага. Цветы. Ну Это да. мы сейчас видим все такое пестрое, красивое дополнение, а раньше все конкретно по регламенту. Красный, белый. Вот такие корзины, которые можно возле памятника поставить. Ага. Все. И я, ну, можно сказать, То есть- сломала эту систему в какой-то момент, уговорив то, что давайте я сделаю настольные композиции, давайте добавим такого, я сделаю скидку. Просто ради того, чтобы воплотить свои мечты, Да, 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 да. я Видение, готова скажем была, так, да, да. я готова Или, была. может быть, сказать, придумать новую моду, войти, Да, ну так, вот, ну, честно сказать, у меня тоже тогда такой мысли не было. скажем просто так, хотя- войти на рынок с новым товаром. Я просто это называю Но просто сегодня те это вещи. так, Да, сегодня да, это да. так. Я просто определениями, Да. как бы это, бизнес-определениями как бы Да, тут но на тот немножко маячу. момент об этом... В моменте об этом не думали. Нет, конечно. А мне, знаете, кажется, вот это вот сейчас прям такой инсайт. Если ты об этом думаешь, и если это ты делаешь для того, чтобы только свое имя прославить, ничего у тебя не получится. Ну да, да. Это должно быть вкупе, это все Да, гармонично должно быть. да. Потому что, как правило, говорят, что если бизнесом заниматься только ради того, чтобы заработать денег, Да, потому что люди это, же чувствуют, рано люди ли- же не рано- дураки, чего их рано обманывать-то. или поздно это ни к чему хорошему не приведет. Но с другой стороны, согласитесь ли вы с тем мнением, что единственным мерилом успешности бизнесмена является все-таки деньги? Ой, ну я скажу так, что, в общем-то, да. Ну да. И я тоже это как бы иногда зарабатывала денег для того, чтобы понимать, ну не понимать, а для того, что ты знаешь, что тебя тогда будут слушать, ты тогда имеешь вес. Но Да, в душе у меня все равно немножко по-другому, как бы, ну как идет внутреннее сопротивление, что нет два крыла. И духовное, и материальное. Материальное, да, совершенно Потому что верно, ты да. можешь заработать денег, и в конце концов ты будешь несчастный и одинокий. Потому что, ну, у меня много случаев таких знакомых и очень крутых бизнесменов, очень много денег, и что? И Ну, это мерило, да, все завидуют, все считают его крутым, а он несчастный. Ага. Поэтому это тоже такое, Как бы- потому что он когда-то именно так, потому что самое важное – деньги, и он ради денег, тут же какой такой тонкая грань, да? На что ты готов ради денег? Ну да, да.
Вот Но- все равно но- человеческие отношения, они должны быть дороже денег. Совершенно с этим Правильно? согласен. Вот да. я тоже. А кто придумал название вашей компании? Я придумала название компании, и когда я его придумала, тогда еще все назывались «Цветы». Да, ну тогда просто Советский Союз, цветы. Непонятно. Нет, от вас- еще не Советский Союз у меня был. У меня уже какой-то год-то, я уже не помню, 2000 год. 2000 где-то это год. Ну, все назывались это «Цветы». тоже, да, все магазины назывались «Цветы», названий не было. Я просто, я хочу с названием. И вот город цветов, муж надо мной смеялся. Лена, что за наполеоновская болезнь? У тебя вот такой вот, ну, первый магазинчик был, вот, где областная больница, вот на Стадухина, это вот большой магазин. Сейчас сначала маленький, который там сейчас, там, типа пекарни сейчас. Вот. И вы взяли на себя смелость И заявиться назвалась. всему миру, я вот с сегодняшнего дня город цветов. Да, миру я еще не успела. Это будущее. Укроп вы как делаете? Ну, просто меленько. Миленько, да? Да. Вот. Мясо тоже соломочкой. Я вообще иногда его рву, когда дома. Так, по волокнам. Мясо по волокнам. Когда оно нежней. Итак, а вы учились специальное предпринимательству? Нет, я не училась специально предпринимательству. Но мне кажется, что это у меня врожденное с самого детства. Почему? Потому что, например, я знала, в каких магазинах в городе что продается еще с детства. Я до сих пор, это для меня остается тайной. То есть сами так... Ну, раньше было 3 или сколько там магазинов в Якутске промтоварных. Елочка, Новинка. Универсам, да. Прогресс? Про- Или еще не было? Еще прогресса не Радуга. было, молодежный потом позже, что-то такое, в общем. И раньше же что-то там выбрасывают, и там очередь. И Всегда. там в одни руки, в две руки, там, Да, или да, как, да, да. в одни руки, там 2 штуки, ну что-то такое, короче, выдавали. Я откуда-то знала, что там то будет продавать, там то будут продавать. Я ходила с соседями, договаривалась, ну, мы жили очень скромно, не хватало, я ходила, договаривалась с соседями, что я отстаю в очереди, там они мне одну баночку там подарят или одну чего-нибудь подарят. Вот там у нас магазин «Юность» рядом был, вот как бы такое вот было. Но вообще, на самом деле, предпринимателя обучать, вот это все равно какое-то внутреннее состояние, что вот научиться этому практически невозможно. Если у тебя нет предпринимательской жилки. Жилки-то Да. некой такой, да. Хотя, с другой стороны, вот я состою в союзе «Деловая Россия», и в 10-й школе сейчас открыли предпринимательский класс. Курсы, да, классы, да. Ну, класс, потому что и сейчас мы- вообще встает Да, вопрос да. о том, чтобы в школе преподавать предпринимательство. Да, и, Как факультатив некий. ага. да, и, конечно, половина детей не пойдут предпринимателями, и пусть они не пойдут, но они будут знать навыки уже, и они могут пойти на руководящие должности. Это тоже очень важно, поэтому... Хорошая часть. А? Если они это выработают, то Да, хорошая да, часть. да, да, да. Ну да. Это вот с детства надо. Вот для предпринимателя очень важно научиться управлению. Потому что если ты, ну, предприниматель предпринимателю рознь, да, и ты самозанятый, ну, как бы тоже считается предприниматель, да, Ну там, да, или да, предприниматель, да. там у тебя какое-то маленькое дело, ты сам работаешь, а если ты уже начинаешь расширяться, масштабироваться, тебе нужно уметь управлять. Будь добр управлять, да, людьми. Да, Делегировать полномочия. делегировать Да, обязательно. обязательно, да. Это такие модные словечки, да. Да, если ты не умеешь, не знаешь, потому что я сама, я рассказываю только то, что ну, сама пережила, на какие грабли сама наступала, именно вот этот момент управления, когда ты не знаешь, что делать с людьми. И ну, было у меня уже вообще, я говорю, вот это тоже было выгорание, когда я хотела все нафиг бросить, ну, любовь к цветам победила. Я уже начинала ненавидеть общаться с людьми, и такое было в моей жизни. Ну да, это не без этого. И вот когда я начала учиться именно управлению, прошла курс, второе дыхание руководителя, там очень Дальше. хороший, очень мне помог. Ну вот мясо надо дорезать. Морковку уже эту не надо, а вот соленый огурец еще у нас. Вот, и я тогда поняла, что вот это очень-очень важно. Управление прямо это одна из Это важных. я открыл, Семен.
Вот. Итак, а мы поняли, что ваша семья всячески вас поддерживает. Да. И поэтому такой вопрос. Кто-нибудь- Обязательная программа. Обязательная программа, да. Нет, ну я вопросы как бы логически составляю. Кто-нибудь пошел по вашим стопам, помогает ли вам в бизнесе и вообще как вообще отношения в семье? Скажу больше, не то, что даже пошел по моим стопам, а Помогает в бизнесе. моя старшая сестра, да, она моя правая рука. Мгм. Сейчас Семейный сейчас бизнес уже можно левая, сказать. да, потому что, ну, очень много подвязано на ней процессов, и я могу себе позволить куда-то выезжать. Ну, в общем, я сейчас живу вообще, кайфую, так скажем, от жизни. Ну, я имею право, как- дети, внуки. Я имею в виду, что вы таким образом выстроили бизнес, что Да, но не я в каждом процессе в оперативном направлении вам надо Да, участвовать. но это тоже очень сложный процесс, потому что Конечно. было, конечно, там такие были у нас, семейный бизнес – это самый сложный бизнес на самом деле, потому что когда ты с сотрудником поругался, он ушел, и ты забыл, да, а если ты поругаешься с родным, Да, это ну, останется на всю жизнь. Не дай бог с Боль. мужем из-за бизнеса. Ой, с мужем, с сестрой, Не дай бог из-за да, бизнеса, да, ой, да, вот да. это все, да, поэтому этого нужно так, ну, вовремя остановиться, да, вовремя, в общем, опять человеческие. Консенсус Да, находить, а, какие-то альтернативы, конечно, да, представляете? ультиматумы возможные, Конечно, да, переговоры, были, опять же, тут Да, конечно. искусство переговоров, да, Да, встает. но это мудрость, просто на самом деле какая-то женская, материнская мудрость. И ну, нужно уметь, когда ты начальник-босс, быть боссом. Когда ты пришла домой, ты должна выключить этого босса и стать. Да, пожалуйста, оставьте работу на работе. Да, потому что у меня тоже муж так, ты начальника своего выключи уже, ты начальник. Ну, это тоже, ну, это процесс работы постоянной над собой. Вот, и поэтому вот старшая дочь, средняя дочь учится в университете, реклама связи с общественностью, которая вообще как раз говорила, продвижение. вы меня тут вообще к своей этой мафии цветочной не Так называется так и прямо. говорит, да. Надо же. Вот. И все, а сейчас она онлайн помогала, потом на 8 марта приезжает, это у нас обязательная программа, все дети на 8 марта работают. Ага. Раньше были обиды. Ну, потому что это такой товар Ну сезона. да. Что все типа гуляют, а мы работаем. Ну, так положено, да. А что делать, да? как Вот. говорится? Поэтому Давайте поговорим о ваших любимых вещах, о цветах. Вы же говорите, цветы победили. Да, я смотрю, у вас на голове вот такое украшение из цветов. Сами сделали? цветочная корона Цветочная корона, так Да. и называется, да? Да. Сами сделали? сама сделала. Круто, да. А оглядываясь назад, да, что было вот, когда вы только-только начинали, просто вот на рынке цветы продавали, и сейчас есть даже такая целая профессия – флорист. Да? Сильно поменялось вообще? Подача, букеты, Надо помешать и мода, посмотреть. тенденции, тренды, как мы сейчас это называем. Так, ну, мода поменялась, конечно. И мода, ну, она все равно меняется, Конечно, потом она циклична, возвращается, да. циклична, Ну, да, допустим, стоят розы, да. Да, я смотрю, вот Это, вы принесли с собой. ну, сейчас называют французская роза, хотя это определенный сорт, который мы вручную выворачиваем, но все называют. Это, И я, вот вам, это я вам развеиваю миф. Ага. Что французская роза – это любая вывернутая роза. Так. Вот. Ну, подача И называется французская роза, хорошо. подача. Ой, вы хорошее слово сказали. Надо это, подача французская Называется роза. французская Да. роза. Ага. Вот. И получается, вот такую розу мы делали в 90-х годах. Это как раз на правительство всегда были вот такие букеты. Вот там весь рынок мне крутил, когда нужно было это самое на мероприятие. Вот. Потом, когда какое-то новое поколение флористов пришло, все это типа некрасиво, это там отстой, да, это вот что-то там Так. такое. Да. Ну, Да-да-да. какое-то Не есть. модно. Не модно, ну какое-то сейчас есть Сейчас так еще не слово. делают. Ну вот да. В Вот. кавычках. Ага, так. Вот, сейчас эта мода вернулась, и вот в социальных сетях смотрю, говорит, что вот новая новинка, типа вот такое вот, А да. вот, и вы такие, господи. Да. Ну что еще поменялось? Ну поменялось то, что много стало салонов. Салоны стали красивые. И вот это тоже опять заслуга соцсетей, то, что мы друг друга видим, мы хотим
ну, улучшаться, нам есть куда смотреть, да, потому что раньше, ну, вот я когда начинала, да, я ничего не могла видеть. Потому что интернета не было, ничего не было. Что там придумывала сама, что там выдумывала сама. Все было выдумано из головы. Потому что я практически никуда не выезжала. Оформляли. А сейчас специально же этому учат, как делать правильно букеты, что с чем совпадает, подбор цветов, да, правильно, цвета, ну, то есть я имею в виду по колористике. Ну да, если мы говорим именно об обучении флористики, то если сказать школы флористики, да, есть школы флористики, Да. и мои девочки я отправляла в Москву. Помню, в каком году девочек обучаться, и сама ездила, обучалась. Но на самом деле немножко реальная жизнь и школы флористики немножко отличаются. Это так же, как мы обучаемся в институте где-то, да, а потом мы приходим, А потом приходим на работать, производство, а а тебе говорят, там на работе ты что забудьте делаешь, все, да? чему вас учили, здесь начинается жизнь. Тоже, да. Просто если обучаться в этой школе, изначально нужно поработать в салоне. Вот это тебе хорошая будет школа. Ну, ищи хороший салон. Вот, а потом уже там идти какие-то навыки профессиональные, технические прокачивать. Вот так. А так, конечно, сейчас очень много обучают. Сейчас обучают в соцсетях. В общем, кто только не обучает. В какой-то момент, опять же, смотря на соцсети, что все обучают, и посмотришь, девочка там сама 3 букета сделала, уже начинает обучать. А я тут все, имею ли я право, могу ли я или не могу. Ну, короче, вот это... Такой вопрос да, такой, внутри что... Внутреннего конфликта, скорее всего. Да, ты как бы критик внутренний, да. Вот, и в какой-то момент я тоже, что мне уже пора тоже обучать. Так вам уже давным-давно пора? Я С самого просто начала. много- Мне кажется, с самого начала надо. Вот. И я заморочилась на то, что я не хочу просто, вот я там даю сертификат Лены там Гнезиной, там Вася Пупкин, вот сертификат, ну как бы для меня это Да. как-то немножко... Ассоциации садоводов республики. Да, ну, Условно. для меня это как-то смешно. Ну Что да. это такая великий пуп, и я, в общем, решила, что нужно сделать это на государственной основе. Мгм. То есть Я сертификацию это некую. все узнала, да, разузнала, но мне сказали, что это все сложно. Познакомилась с одной женщиной, директор Института современного образования города Ессентуки. В общем, мы с ней заключили Договор, какой-то там контракт. договор, как он называется, я забыла. В общем, мы филиал, Мгм. сейчас, на сегодняшний момент, мы филиал. То есть вы сертифицируете людей? Да, Ну, то мы есть, с да, вы- государственными дипломами даем. Но так как мы работаем постоянно, так как мы постоянно в процессе, нам некогда вот этот вот в процессе работы, и нам некогда организовать вот это обучение. Ну, мы, как сказать-то, на широкую ногу. Мы обучали, своих обучаем, несколько человек обучили, мастер-классы я очень много проводила раньше. Я вот больше с детьми люблю мастер-классы, честно сказать, проводить. Мне как-то нравится смотреть, вот как они раскрываются, вот это вот мне нравится. Вот. И, ну, в общем, большие планы именно на обучение флористов. Успехов вам. Спасибо. Да, И Лена Владиславовна. пинка Да. еще нам. А? Пинка. Волшебного пенделя. Вот. Да. Елена Владиславовна, у вас такая работа, она всегда приносит радость. Ну, то есть результат работы, всем нравится получать цветы. Знаем, что 8 марта самый ваш сезон, Новый год, всевозможные праздники. А есть такие моменты, когда заказ вам приходит просто так, без повода. Конечно. Ага. Конечно. И даже могу сказать, что с каждым годом это все чаще и чаще. Это сейчас вообще, как бы культура дарения цветов, если раньше, мужчины дарили, да, раз на 8 марта. Ну, как правило, на 8 марта, на Новый год редко. На Новый год тоже, да. Редко, да. На день рождения. Ну да, на какие-то конкретные праздники. На конкретные, То сейчас да. дарят просто, День сейчас дарят. бракосочетания. Да. Или когда провинился. Ну там уж вообще, да, насколько ты, смотря насколько провинился. Насколько провинился, да. Расскажу случай смешной. Давайте. Захожу на Стадухина, заходит мужчина в трусах. Так. Зимой. Нет, летом. Хорошо. В трусах. И такой, голый вообще в трусах в одних. Мне букет. В общем, говорит, а что от вас так рыбой-то пахнет? Прям весь салон наполнился запахом рыбы. Мне нужно вот такой букет. Ну, короче, он там где-то был очень долго на рыбалке.
Так. Говорит, пошел В трусах? купил. Я не знаю, почему он в трусах, и от него так пахнет рыбой, может, он с рыбой там где-то плавал. Бошкался, ага. Так. Да, и, ну, в общем, сказала, большой очень букет. Говорит, рыбу я уже купил. Там на рыбалке был, купил. да? Рыбу я купил. И с букетом поехал Да. к женщине. Вот Ну, то есть такой полное случай скорее всего прикольный. таких моментов. У каждого предпринимателя что-нибудь да найдется. Да, да. Такие моменты, Это можно которые... тоже. Итак, ну мы что, я так понял, мы на финишной прямой, Почти да? что, да. Итак, друзья, мы на финишной прямой. Что нам сейчас? Уже заправка, я так полагаю, да? Майонез. Так. Магнезия, который мы называем любя майонез. Запрещенный продукт. Казалось бы. Ну да, так Мне стараемся. кажется, все. мне кажется, его реабилитировали в последнее время. Вы один к одному делаете, да? Нет, я сметанки совсем маленько добавляю. Ага, да, майонезик такой. и сметаночку, Да, больше все равно сметанку. майонез, а сметанки. Так И чуть-чуть. посолить, поперчить, видимо. Да, поперчить обязательно. Посолить. Ну, я вообще делаю, солю после, когда заложу уже в салат. Почему? Потому что тут соленый огурец, все будет зависеть от соли огурца. Ну, то есть попробовать и потом Да, уже, если да, что-то да. Считаю, солить. что майонез, Если он что-то уже солить. тоже с солью. Да, и Да, майонез. тоже бывает, чуть-чуть, да, чуть-чуть. разные майонезы Чуть бывают. уже можно туда. Да, можно прям салат, да. Елена Владиславовна, а вот мы по букету поговорили, про разные букеты без повода, с поводом. А бывают мужские цветы? Вообще мужчинам дарят цветы? Или Конечно. положено? Положено. В каких случаях? На день рождения, Допустим. на, ну, там, на какое-то событие, там человек, не знаю, там что-то открыл, что-то там, Ну, ну, таким что-то, по какие-то важные событиям. события. Ну, конечно. Ну, А без повода, наверное, Ну, нет. наверное, не стоит, Да, да? наверное, не стоит. А так, Да. знаете, Просто это, я люблю тебя, вот. ну, как-то чуть другое, наверное, как бутылочку коньяка, например. Да. Или носки, хорошо. Или носки, да. Лучше носки. Или пена для бритья. Так. Давайте. Может, еще добавим? Можно, да. А как вы относитесь... майонезик. Еще добавить, да? А как вы относитесь к искусственным цветам? Хорошо. Сейчас их мы называем интерьерные цветы. Интерьерные, да, да. потому что искусственные цветы как бы больше, ну, у нас на такое Интерьерно. событие, да, на кладбище. А именно интерьерные, почему? Потому что они сейчас такого качества, их не отличить от живых. Они Ну да, очень щас красивые, уже, да. они прям, ну, иногда даже красивее, потому что там каждая веточка... Хвала 3D принтеру. Да-да. Точно. Вот. И шикарные композиции, которыми можно украсить свой дом, там, вазы поставить. Мы тоже занимаемся интерьерными цветами, Тоже. композициями. И как раз это мое направление, потому что флористикой я не занимаюсь, я не лезу. Есть флористы, которые все умеют, профессионалы. Ну, там какие-то у нас небольшие обучающие моменты проходят, либо там какие-то мы новые линейки создаем. Тогда я участвую, а так я не делаю букеты. Редко, когда балуюсь. А вот интерьерная, флористика, композиции я делаю, да. Хоть что-то я себе оставила. Добавляем, да? А как вы принимаете на работу сотрудников? Собеседование. Какие у вас требования? Требования. Ой, самое важное требование, наверное, это хватит, да? Самое важное требование, человек должен быть доброжелательный. И Работать с клиентами. хотеть, да, общаться с людьми. Это самое главное. Остальному мы всему научим. Мы не можем научить человека доброте и доброжелательности, потому что ну, его, наверное, в семье должны это научить, или где-то, ну, с детства это, наверное, воспитывается, или как это там генетически передается. Ну, по большому счету, да, искусство продаж – это искусство. Да, и плюс даже в коллективе. Ну, вот тоже, когда ты в коллективе, у тебя там какие-то люди недовольные, там, ворчачие, бурчащие. Вечно такое. Да, мы же на работе проводим больше времени, чем дома порой. Это наш второй да, дом. да, да. Поэтому хочется все-таки тоже и коллектив, чтобы был такой. Да, а какие ваши самые любимые цветы? Для вас есть или вы как бы так? Да. Муж ваш знает, что Да, вы любите? все знают. Мои. Даже специально заказывают, вот сейчас День матери. Это диантус кустовой. Это гвоздика. Да ладно, да? Да, это по латыни гвоздика. Ага. Я очень люблю кустовой диантус. Ну что ж, нам подсказывают, что наше эфирное время потихоньку завершается, подходит к концу. Давайте. Вы можете уже... Так, а кто попробует на соль?
на соль. Я думаю, шеф, Да? ну я могу Давайте, попробовать. да. А вот еще одна есть ложка. Может, мы... Я думаю, достаточно. Давайте, ага. Пробуйте. Пробуйте, угощайтесь. Достаточно. Ну, я вот... Ресторанская подача, ровно. какая? Кто хочет, может, ресторанская подача, кто хочет, может себе чуть-чуть добавить. Ровно-ровно, мне Да? кажется. Всё Мгм, хорошо. Так, как говорится, недосол на столе, нет, нормально. пересол в голове. Такое, да, выражение было? Лучше уж чуть-чуть недосол, чем пересол. Да. А должно быть чуть-чуть меньше. Это нормально. Ну, оценку. Оценку? Я сейчас еще раз пробую, как следует. Вот, давайте покажем. Да, что очень у нас. простой салат, но... Да, я- красивый, многоцветный. Да, надо, почему и заметить. перчики разного цвета, чтобы такой яркий был. Да, яркий, И зимой, да. ну, Видите, тут и у нас овощи, и мясо. присутствует. Ну вот вообще, если считается, что цвета светофора есть, то уже круто. Потому что это как бы как раз все витамины, все минералы уже присутствуют. Да, и самый главный ингредиент Да, и самый главный ингредиент. – это любовь. Кусочек. Подожди. Кусочек души, Любовь кусочек и любви. тепло. Да. Мне очень вкусно. Шеф Да. скажешь, что скажет шеф? Да, хороший салат. Свежий. Отличный. Овощи. И за счет мяса, мне кажется, он очень сытный. Ну да, поэтому он и мужской, что вот мясо, если бы здесь не было мяса, то он бы мужским не был. Кстати, мы сидели, я говорю, я этот салат буду на передаче готовить, как мы его назовем? Мужской, он у нас называется мужской. Я говорю, давайте какое-то еще слово, чтобы ну, покрасивше-то. Ага. В общем, мужской Подача. каприз. Я говорю, ну как-то каприз, мужчина и каприз что-то разное, да? В общем, мы мужской смак, мужской вкус, ну, в общем, вот, Мужской вкус. мужской вкус. И мясо очень вкусное. Ну что ж, Елена Владиславовна, огромное вам спасибо за интересную беседу, за вот эту вкусняшку, мужской салат. И у нас такая добрая традиция, пожалуйста, на эту камеру, пожелания для наших телезрителей. Счастья вам, душевного тепла и, конечно, здоровья. Дарите женщинам цветы без повода. А я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была владелица и генеральный директор компании «Город цветов» Елена Владиславовна Гнезина. Елена Владиславовна, еще раз огромное вам спасибо за вкусняшки, за интересную беседу. Семен Тарбахов, я Петр Цепанин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы всегда. Как мы говорим, просто вкусно. Да. Будьте здоровы, друзья.